Доброго времени суток! Сегодня проект мы вам покажем находится в гостях вновь у Эрики Сысоевой. Для тех, кто, возможно, следит за нашими проектами постоянно, это человек уже знаком, да? Эрика, здравствуйте! Здравствуйте, Дарья! И сегодня мы, как всегда, с Эрикой будем говорить про натуральную косметику. Если до этого мы с вами изготавливали крем, у нас был, да, баттер и, собственно, скраб, да, в домашних условиях, то сегодня мы будем творить вновь натуральную косметику, но что-то будет интереснейшее. Вот. Да. Я решила сегодня познакомить зрителей с основами натуральной косметики. Это инфузы или простым языком вытяжки из растений. Мы будем делать гидролаты. Это дистилляция паром из растений водорастворимых компонентов. И этот гидролат имеет широкий спектр использования. В общем-то, об этом мы сегодня будем разговаривать. Угу. Ну, собственно, выглядит он примерно вот так, да? Да, это выглядит как вода, да, но в зависимости от растения он может давать разный цвет. Да? Допустим, здесь у нас календула, она такую небольшую, да, мутность дает. И у нас здесь мелисса, она голубым оттенком небольшим отдает. Если мы будем делать ромашку немецкую, да, ромашка бывает разная, аптечная, немецкая. Вот немецкая ромашка, она содержит хумузилен, и он будет голубого цвета, очень красивый. Я почему-то думала, скажете желтая. И то же самое тысячелистник, который у нас растет, он тоже содержит хумузилен, он тоже будет голубого цвета, очень красивый. Кстати, вот здесь вот тысячелистник якутский, да, сорат, это у нас называют, да, его. Я вот собирала его прошлым летом и тоже успешно его использовала в дистилляции и в масляных мацератах, и использую в своей продукции. Вот вы говорите, подобную, да, основу можно использовать для разных продуктов, да? Ну, например, если вот, допустим, произвели его, да, получили, о процессе мы поговорим, конечно, чуть позже покажем, да, потому что достаточно сложно это будет понять без практической, да, основы. Вот куда можно использовать подобную вещь? Вообще гидролаты, они активно используются ароматерапевтами, они используются травниками. Я знаю, наши Якутии травники тоже используют процесс дистилляции, да. Но если мы говорим о профилактике, не о лечении, да, то мы можем использовать ромашку, календулу, чтобы орошать горло, чтобы полоскать в сезон ОРВИ, делать профилактику. Можем делать ингаляции, да, традиционным способом, да, литр воды кипятим, столовую ложку гидролата добавляем и дышим под полотенцем. Очень хорошо работает при всех заболеваниях полости рта, носа, хорошо убирает воспаление. Можно делать спреи 70/30, да, то есть 70 гидролата, 30 воды, и этим раствором орошать тоже горло, нос. Очень хорошо будет успокаивать гидролат перед сном и детей, и взрослых, кто страдает, да, нарушением сна. Конечно, это тоже ромашка может быть, это может быть лаванда, это может быть мелисса. Вот. Ну, а если мы говорим о хвойниках, да, которые у нас в Якутии представлены в разных семействах, да, то есть та же сосна, та же ель, пихта в некоторых регионах у нас растет, то из хвои ели, да, то есть мы можем делать гидролаты, которые очень хорошо работают в сезон ОРВИ. Можно принимать вовнутрь, но в разведении, допустим, дети чайную ложку на стакан воды, взрослые столовую ложку, да, это такая суточная дозировка в качестве профилактики, допустим, в течение 3 недель. Очень хорошо помогает поддержать в зимний период организм. Эрика, ну, наверное, у многих зрителей сейчас возникнет вопрос, а почему вы просто не запарить, заварить, да, вот ромашечку, да, и тем же самым настоем, значит, да, полечить близких или себя, там, выпить перед сном, ну, то есть это же стандартная такая процедура, заварил пакетик с ромашкой, выпил его, ну и ложишься спать, к примеру, да. Чем это отличается от просто?
Хороший вопрос, Дарья. На самом деле, действительно, почему бы отварами не ограничиться, да? Действительно, можно заваривать отвары, и они действительно тоже очень рабочий, да, инструмент. Тем не менее, если мы делаем гидролаты, отвар, масляные экстракты, эфирные масла, это вот разные продукты растений. И в каждый продукт растение будет передавать разные свои свойства, разные свои компоненты. Это главное отличие. Следующее отличие. Гидролат может храниться в холодильнике до года. Вот так, в бутылочке? Вот в таком виде, да. Конечно, лучше хранить в стекле. И это говорит о том, что у вас всегда свежий продукт под рукой. Вам не нужно искать кипяток, заваривать 15 минут, процеживать. Некоторые травы нужно заваривать 30 минут, час. Некоторые нужно на водяной бане, да, готовить. Гидролат, он хорош тем, что он всегда под рукой. То есть у нас бывают экстренные ситуации. Допустим, мы обожглись, поранились, ребенок поранился. Это очень хорошее средство. Моментально можно взять, обработать вот эту зону. Я считаю, что для мамочек гидролат просто необходим. Спасатель, да? Да, такой спасатель. У меня тоже есть дети, и чуть что они знают, они уже знают, что нужно попить водичка с гидролатом. Кстати, если мы говорим о детях, мы все смотрели в детстве сказки, и сейчас детям своим читаем сказки, и там всегда есть волшебная вода, да, живая вода, да, которую носят герои в своих карманах. Да, это и гидролат был. Я считаю, да, я глубоко убеждена, что это был гидролат, потому что человечество процессом дистилляции занимается многие тысячелетия, и этому есть подтверждение, и даже есть споры среди знатоков, что сначала был гидролат, а потом эфирное масло. Но потом торговцы смекнули, что гидролат возить сложнее, чем эфирное масло, да, оно более концентрированное. Эфирное масло мы тоже с вами в прошлый раз обсуждали. Эфирное масло тоже прекрасно работает, но главное преимущество гидролата в том, что он безопасен. То есть малышам, если эфирные масла мы ограничиваем детям до 7 лет, то гидролаты мы можем смело использовать и с малышами, и с людьми с заболеваниями серьезными, с престарелыми, да, возраста. Ну и давайте я вам расскажу о свойствах гидролата в уходе. Вот именно, мы сейчас говорим все про здоровье, профилактику, да, различных заболеваний, а если говорить про косметику, про косметологию и так далее, да, здесь как используется гидролат? Значит, моя любимая тема, ну, гидролаты в первую очередь, вот как я сказала, можно сделать раствор, 70% гидролата, 30 воды, и этим средством использовать для ухода лица, например, как тоник, опрыскивать или просто протирать ватным диском. Каждое растение, то ли лаванда или ромашка, они имеют свои свойства, и это можно узнать в доступе. У нас есть интернет, где можно об этом прочитать. Можно делать на их основе сухие маски, разводить. Вместо воды разводить гидролатом, и эффект от маски будет в разы лучше. Можно гидролатами принимать ванны, да, 50 миллилитров на ванну через день. Он очень хорошо дает, хвойные силы дают, успокаивает лавандочка, ромашка, например, перед сном, да, вывод лишних токсинов. Опять я в тему здоровья ухожу, ну, потому что это синергия, да, и уход, и здоровье, они как бы это очень активные компоненты, несмотря на то, что она достаточно, ну, как вода, да, но если мы, но если мы послушаем, как он пахнет, мы понимаем, что это не просто вода, да, и когда мы добавляем в воду гидролат, вода вся структурируется, она сразу преображается, и мы уже пьем другого качества воду. Вот. Ну, продолжая тему ухода, ими можно хорошо ополаскивать волосы, да, вместо кондиционера. Если волос не окрашенный, если волосы без химической завивки не повреждены, то он прекрасно будет справляться вот с этой задачей кондиционирования. Есть много отзывов о том, что вот гидролат сосны, в частности, он помогает от выпадения волос, стимулирует рост новых волос. Ну, в общем, вот такие вот
хороший результат. Эрика, а если говорить все-таки про растения, да, ведь зачастую многие те же самые хвойники, да, бывают очень такие, ну, коварные для людей, страдающих аллергией, да, те же цитрусовые, да, и так далее. Вот гидролаты, они безопасны даже в этом случае, или все-таки, если у вас есть аллергия на те или иные растения, то лучше не использовать его? Ну, вообще, вот эта тема аллергии, она очень индивидуальная, да, поэтому, как говорят травники, всегда надо искать свое растение. Есть растения, которые вам отлично подойдут, и это личный опыт, нужно искать, тестировать и пробовать. Но по моему опыту гидролаты менее всего дают аллергию. Хотя часто я на основе гидролатов делаю свою продукцию, да, крема, кондиционер, использую активно гидролаты. И ко мне обращаются люди с разными проблемами. И на сегодняшний день, вот, чисто моей практики, еще не было. Реакция, наоборот, есть хорошие результаты, потому что это, вот как я уже говорила, повторяюсь, это очень мягкое воздействие на организм. Вообще гидролаты, так как мы будем растения обдавать паром, сейчас мы покажем, да, своим зрителям, мы отдаем паром, и пар, пробивая растение изнутри, вместе с паром собирает полезные компоненты, самые легкие, самые летучие компоненты, поэтому гидролат называют душой растений. Да, считается, что мы общаемся через гидролаты с сутью растения. Ну, то есть интереснейший процесс это все, да, но и, собственно, в теории это все понятно, да, для чего полезно. Визуально мы видим, как выглядит готовая продукция. Хотелось бы посмотреть уже вот на тот самый интереснейший процесс, да, как все-таки выпариваем самые легкие элементы, да, и полезные свойства из растений. Да, мы сегодня одним глазком, да, получается, взглянем, как вообще это происходит, и, возможно, кто-то из зрителей решится на этот процесс, но хочу сказать, что мы только общие моменты сможем показать. Здесь много разных нюансов, которым нужно действительно учиться, чтобы получить качественный продукт. Ну что, начнем? Начнем. Сегодня я решила, что мы покажем, как мы будем дистиллировать цветки лаванды. Я специально взяла травы, которые можно приобрести, в принципе, да, в свободном доступе, и использовать уже готовый сухой продукт. Но точно так же вы можете сами собирать растения, да, засушивать их. Об этом у нас тоже есть авторы, которые учат, пишут, как нужно грамотно собирать растения. Да. Главным образом поврежденные растения мы не берем, да, правильно их засушиваем, правильно их храним. Да. В этом случае, да, у нас получается качественное сырье, естественно, это гарант того, что мы получим качественный гидролат. Вот. Но, тем не менее, можно более простым способом пойти, купить уже готовое сырье, да, и использовать. Также хочу заметить, что гидролаты можно делать из свежего сырья. То есть не обязательно сушеные, да? Да, можно летом, вот сейчас весной, из почек березы, из шишек сосны, да, то есть можно будет делать гидролат. Так, сегодня у нас лаванда. Да, сегодня цветки лаванды. Можно мешать, Эрика, допустим, можжевельник, лаванда и, допустим, здесь тоже можжевельник, вот сюда сразу в одну? Я бы не рекомендовала, хотя я видела, что есть такие примеры, да, почему мы не знаем, да, потому что у них у всех разные свойства. Мы лучше сделать разные гидролаты и потом уже, да, в какой-то момент, если вы посчитаете нужным смешать, то можно. Но хвойники можно смешивать между собой, да, а вот такие вот разные вот можжевельник, ягоды, да, здесь у нас, они все разные, и лучше этого не делать. Да. Итак, у меня небольшой аламбик на 3 литра, и сухого сырья, по моему опыту, нужно примерно 30-35 граммов на литр. И, в общем-то, я вот завешиваю необходимое количество сырья. То есть практически полупаковки ушло. Да. То есть здесь у нас вот эта вот часть аламбика, в котором у нас будет цветок. Итак, мы переместились уже в другое пространство, и перед нами чудо-аппарат. Рассказывайте, Эрика, что это, собственно, и
Чем мы будем заниматься? Ну, это вот и есть тот аппарат, который нам поможет дистиллировать. Его называют аламбиком. Медный аламбик вообще считается одним из лучших способов дистилляции растений. А есть другие дистилляторы, да, но я использую именно медный аламбик. Вот так он выглядит, небольшой, компактный. Значит, это сосуд, в который мы наливаем воду. Да. Это часть аламбика, где у нас растения, да, куда мы засыпали нашу лаванду. И, в общем-то, крышка. Давайте начнем собирать. Сюда я заливаю отстоянную воду, да, хотя бы сутки я его отстаиваю, либо чистую воду. 3 литра. У меня аламбик. Вода из-под крана, да? Да. Я иногда использую чистую, но иногда вот отстаиваю. Ставим растения и ставим купол. Здесь у меня есть термометр, да, мы соблюдаем необходимую температуру. Она не должна быть выше 92 градусов. И подключаем холодильник. Здесь вода у нас будет кипеть. Вода в виде пара будет подниматься в растение, проходить через растение, и через эту конструкцию она будет у нас превращаться в пар. Превращаться в пар он будет в этом куполе, да? Да, он будет здесь через растение проходить, и этот пар будет спускаться потом через холодильник. Здесь будет проходить постоянный поток холодной воды у нас будет, и обратно будет превращаться в воду. Из-за смены температур у нас будет идти постоянно. И вот здесь мы уже начнем собирать наш гидролат. Ну что, мы его поставили. Сейчас мы его выровняем. То есть такой почти самовар, почти, не знаю, какой-то такой уникальный аппарат, да? И сколько примерно по времени занимает вот весь процесс, когда мы из 3 литров получим в итоге сколько? Ну, в зависимости от сырья, но не более 2 литров. Из 3 2 литра уже. Да. Ну, в принципе, хорошие такие соотношения. Итак, наш аппарат готов, да, все мы туда поместили. Ну, собственно, помещать-то не так много надо, да. Растения, да, вода. Процесс начинается, да. Вот сколько часов будет происходить дистилляция? Значит, примерно около 10 часов занимает, от 8 до 10 в зависимости от растений. Некоторое сырье быстрее отрабатывается, я не знаю, от чего это зависит, да. Некоторые за 8 часов, некоторые за 10 часов, да, то есть это все очень индивидуально. Я слежу за всем этим, записываю, наблюдаю, да, вот эти вот все процессы. И здесь, значит, интуитивный процесс, ну, как бы на слух и на внимательность. То есть нельзя оставить аламбик и уйти там по делам, да. У нас здесь будет бесперебойная подача воды в холодильник, да, когда мы закипит, мы подключим. И эта вода должна с другой стороны уходить, да, то есть такой постоянный охлаждающий процесс, да, и обязательно что-нибудь где-то может протечь, то есть за этим надо следить. Надо следить, чтобы у нас излишний пар не выходил из аламбика. Вот видите, да, я тут замотала, герметично замотала, чтобы не было потери, да, ценного продукта. Вот, и как видите, у нас нет нигде ни окошек, никаких датчиков. Мы будем процесс окончания отслеживать через звук кипения воды. То есть по звуку я пойму, что вода, она исходит по звуку и примерно по количеству сырья, которое мы получим, да, я буду понимать, что процесс, да, вот он ближется к концу. Если, не дай бог, мы упустим этот момент и он подгорит, то нам придется выливать все сырье, и аламбик, вот медный слой сначала мы готовим.
То есть до этого я готовила, несколько раз нужно продистиллировать воду, чтобы у нас был правильный слой. Почему? Потому что процесс дистилляции, да, паром, он будет растворять, иметь влияние и на металл. Да, то есть чтобы у нас не попадали какие-то компоненты в гидролат, это такой ответственный момент. Почему именно аламбик выбирают опытные специалисты, ароматерапевты, да, потому что аламбик считается одним из самых безопасных. Ну, то есть ничего лишнего сюда не попадет, Да, правильно? То есть натурпродукт будет натурпродуктом. Да, правильным и безопасным, прежде всего. Мы оставляем наш аламбик прогреваться, как только он закипит, мы уже покажем нашим зрителям, как будет, да, как мы начнем получать гидролат. Так, Эрика, у нас процесс в самом разгаре, да, температура у нас уже сколько там? 85. 85. Это достаточно, да? Мы уже слышим, что вода кипит. Кипит. Да, и мы уже включаем холодильник. Вот смотрите, тут получается идет поток воды вот в холодильник, да, снизу сюда поступает вода, а отсюда она будет выливаться и охлаждаться. И мы видим, что здесь уже пошли первые, видите, да, капли. Потому что мы стали охлаждать, и сразу все начало. Да. То есть мы здесь видим. Напоминаю, что посуду тоже надо будет обработать, да, чтобы у нас была чистая емкость, чтобы у нас никакой там лишний посторонний микроорганизм не попал. Либо на паровой, да, бане, да? Да. Либо мы прокалываем в духовке, но это процесс, я думаю, баночки стерилизовать умеют все. Значит, вода у нас должна течь такой скоростью, чтобы она была на ощупь холодная. Если она будет очень медленно идти, то будет горячий, да, горячая вода. То есть вы вот трогаете на палец, и вот, пожалуйста, мы уже видим первые капли и следим. Да, тут у меня на баночке есть пометки, немножко стерлись, да. То есть я здесь отмечаю 100, 200, 500, там, и чтобы ориентироваться, сколько у меня еще есть воды в сосуде, да, чтобы я была на контроле. Жаль, что камера не передает ароматы, потому что именно сейчас мы чувствуем уже лаванду вовсю здесь, да, ну, потому что там идет процесс кипения, да, соответственно, первые капельки есть, и то есть еще, наверное, сколько вы сказали, часа 2-3 таким образом, да, и наша чудо-водичка, да, гораздо больше, да, больше, да, часов 6-8. Да. То есть это достаточно такой долгий процесс. Трудоемкий, ну, как бы требует внимания, требует включения. То есть как бы вроде и не нужно много что-то делать самой, но при этом надо быть всегда рядом, всегда следить за водой, за температурой нагрева, да, то есть как бы, ну, быть в процессе. Ароматы просто замечательные. Ну что, очень интересный процесс. Напоминаю вам о том, что сегодня мы говорили про гидролаты. То есть, по сути, это растения, да, это полезные свойства растений. Ну вот вода вообще считается основой жизни, да, мы воду пьем, все пьем, должны пить, да, даже вот если есть проблема у человека, он плохо пьет воду, у него тяжело получается пить воду, то, пожалуйста, можно взять в помощь гидролат, на литр воды столовую ложку гидролата добавлять, и вода будет легче питься. Ну да. Да, и это структурированная будет вода, она будет пользу приносить, да, то есть вы можете научиться и подарить вот этот прекрасный инструмент для заботы о своих близких. Кстати говоря, на гидролаты тоже добавляют еще и в еду, в морсы, в соусы, в супы. Это чудо-водичка, да, чудо-водичка. Мы можем делать гидролаты из семян, например, я делаю из семян фенхеля. Замечательный получается гидролат, и когда есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, да, то вы все помните вкус фенхеля такой, в детстве у нас были сиропчики, мы их пили, да, то есть это такой безопасный способ помочь себе
профилактировать, да, какие-то заболевания в семье. Ну, это такая, я считаю, что это инструмент женщины, хозяйки, мамы, хранительницы очага. Ну, к тому же вот этот сам процесс, вот это вот дистиллирование, это волшебство, да? Пожалуйста, да. Он сразу объединяет, привлекает. Когда ко мне приходят дети в гости к моим детям, да, они сразу слышат аромат, они начинают спрашивать. Что происходит в вашем доме, да? Да, почему у вас так вкусно пахнет? Да. Да, то есть, как бы, ну, это всегда волшебный процесс. И еще раз напоминаем, что гидролат мы используем и в косметологии, то есть можно использовать там для кожи лица, для кожи рук, да, и вот средства по уходу за волосами, да, добавлять. И вот вы сказали уже и просто водичку пить с гидролатом, да, ну и, собственно, продукты питания, да? Для детей очень хорошо, дети, да, когда у нас есть дома дети, чтобы ребенок хорошо спал, ванночки можно с гидролатом делать, чтобы ребенок хорошо учился, можно в диффузор ставить гидролаты, которые помогают концентрироваться, да, можно делать из цедры лимона, апельсинов, тоже делают гидролаты, то есть гидролаты делают из самых разных, даже из камней можно делать гидролаты, ну, задаваться вопросом, зачем мне это, да, то есть я вам приоткрыла только маленькую дверцу в этот большой мир. И если вам это интересно, пожалуйста, изучайте. Я думаю, что вы найдете информацию. Полезную. Да. Да. Ну и тем временем у нас процесс все идет и идет. Спасибо вам большое, Эрика. Мы не прощаемся с вами, а говорим до новых встреч, потому что действительно с вами всегда интересно разговаривать, вам всегда есть что рассказать и что показать, ну а, собственно, зрителю, конечно же, эта информация будет в пользу. Спасибо еще раз. До новых встреч. Благодарю. До свидания.